Причем приди, нехай будет радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе жадаем, приди, как я нового дня светло. Причем приди, нехай будет радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе жадаем, приди, как нет нового дня светло. Причем приди, нехай будет радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе жадаем, приди, как нет нового дня светло. Причем приди, нехай будет радость Духа Святого Твоего. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Эту святую мшу оферую за Алину у день народжения, просячи для її Божого благословення, ласки, здоров'я і опіки Найсвятейшої Панни Марії. Сьогодні Ісус у Слові Божому буде нас учити покори. Вельми необхідний у нашому щоденному житті. Кажучи, хто хоче бути першим, нехай буде слугою усіх. Ісус, який став слугою для кожного з нас, бо помер на крижі, спалив нас. Нехай кожен з нас справді буде милосердним один одного. Перепросим Бога за все наши грехи, как мы годно могли скласть в эту наисвятейшую охрану. Вспоминаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшили вельми думкою, словом, учинком и занятками. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, за всюды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу. А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владарю Небесный, Боже Ойше Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворуч
заручається, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Всемогутный вечно Божа, да помогай нам завсёды охотно виконувати Твою волю и служить Тебе со щирым сердцем. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Першее читание. Коли ж принесе житье свое в ахвяру за грехи, убачить вечное потомство. Читание книги пророка Исаии. Пан пожадал раздавить ему терпение. Коли ж принесе житье свое в ахвяру за грехи, убачить вечное потомство. И волю Пана здійснить ему рука. За терпение свое и души он убачит святло и им насытится. Мой справедливый слуга, оправдая многих, и сам понесе их неправил. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Твоя, няхай буде над нами. Милосердность Твоя, няхай буде над нами. Правдивое Слово Пана, и все учинки Его верные. И Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, няхай буде над нами. Ось вока Пана над тими, кто Его боится, над тими, кто сподяется на Его милосердность. Копьем душу их уратовал от смерти и накормил их в час голоду. Милосердность Твоя, няхай буде над нами. Душа наша чекає Пана, й Он наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємося. Милосердность Твоя, няхай буде над нами. Другое читание. Наблизимся с довером до трону ласки. Читання послання до Гавреїв. Брати, маючи перші святара великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будем твердо триматися визнання нашого, бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спочувати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства зведав усе випробування, окромя греху. Тому наблизимся с довером до трону ласки, как отримать милосердность и знайти ласку для своечасовой допомоги. Это Слово Божие. Дякуємо Пану
жить и отдать життё свое для откупления многих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час подошли до Иисуса Якуб и Ян, сыны Заведея, и сказали: «Наставник, мы хотим, как ты зробив нам тое, про что тебе попросим». И он отказал им: «Что хочете, как я зробив вам?» И они сказали ему: «Дай нам сесть одному праворуч, а другому леворуч тебе у славе Твоей». Але Иисус сказал им: «Не ведаете, об чем просите? Ці можете пить келих, який я п'ю, и принять хрест, яким я хрещений?» И они отказали: «Можем». А Иисус сказал им: «Келих, який я п'ю, будете пить, и хрестом, яким я хрещуся, будете охрещені, але дать сесть праворуч и леворуч меня не от меня залежить, а кому приготовано». И почувши 10 інших учнів, почали обураться на Якуба и Яна. А Иисус, покликавши их, сказал им: «Вы ведаете, что те, кто личится князями народов, панують над ими, и вельможи их уладарять над ими. Але не так, нехай буде між вами. Хто хоче бути найбільшим серед вас, нехай буде вам слугою. І хто хоче серед вас бути першим, нехай буде невольником усіх. Бо і Син Чоловічий не на то я прийшов, щоб йому служили, але щоб служити і віддати життя своє для відкуплення многих». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сьогоднішнє Євангеліє дотичить вельми важної теми, бо дотичить і, напевно, кожен з нас думав о тим, що нас чекає. І кожен з нас імкнеться, як бути у небі, як бути щасливим, як жити з Паном Богом вічно. І, пам'ятаю, прочитав про сестру Фаустину, що є у біографії не такі мова, коли вона ще навіть не вступила у закон, то мала такий сон, що приснилася їй святая Тереса дитятка Єсус. І вона спиталася у неї: «Слухай, Тереса, чи я буду святая?» Святая Тереса їй відказала: «Так, будеш ти святою». Але Фаустині этого було мало, і вона спиталася: «А чи буду я такой святой, як ти, вынесена на алтари?» И святая Тереска от дитятка Иисуса сказала: «Так, ты будешь такой святой, только мусишь научиться великого доверу до Пана Бога». І справді, добрий шлях показує нам життя. Треба імкнутися до святості. Але сьогодні Якуб і Ян у свій особливий спосіб хочуть дійти до цього володарства. І вони говорять до Ісуса: «Наставник, ми хочемо, щоб ти зробив нам тоє, про що тебе попросимо». Чи це просьба, як трапити в небо? Ні. Ісуса ставить перед фактом: ми хочемо так бути. Ну, проявляется тут певная такая пыха ихняя, певні такі егоїзми, бо забуваються найважніші справи, речі духові, але хочуть своєї хвали, хочуть сидіти на ровні з Єсусом у володарстві небесному. Бачить навіть реакцію інших апостолів, почали обуратися, що вони так сказали, і гэты почали заіздростить, и гэтые уперед в шерегу вышли, ну попросту апостолы провалили экзамен, який тільки може бути. І подивлялися всюди Єсуса, скільки ж терпливості
было до гэтых вучняў, што іх так выслухоўваў і так іх навучаў. І сёння хоча нас Езус перадусім навучыць, каб мы в нашым жыцці перадусім глядзелі на нашыя ўчынкі, на штодзённыя крокі, якія мы чынім да валадарства нябеснага. Хоча для нас асаблівыя рэчы. Хоча, каб мы былі слугамі ўсіх. Хоча, бо і сам перадусім гэта паказаў. Перадусім добра ведаем гэту сцэну падчас апошняй вячэры, калі ён укленчыў і вымыў ногі усім сваім апосталам. Потым ведаем гэту сцэну, калі хацеў для кожнага з нас збаўлення і памёр на крыжы, бо вельмі любіў кожнага з нас. І сёння вельмі варта запытаць сябе, а чи я таксама бяру ўзор з Езуса Хрыста, і чи я таксама міласэрны да тых асобаў, якія ёсць побач мяне? Чи, можа, выбіраю нешта іншае, як гэтыя апосталы? Выбіраю гэтую пыху, выбіраю гэту зайздрасць, эгоізм. Хачу дабіцца сам. Нават кажуць упэўнена, што мы можам прыняць гэты келіх, можам прыняць гэты хрост, які прынимае Езус. Яны так прынялі мученіцкую смерць, але да гэтага мусілі прыгатавацца. Мусілі прайсці гэтую навуку з Езусам Хрыстом, мусілі спазнаць усю яго любоў, і гэта ад іх вымагала шмат часу, шмат выпрабаванняў, шмат цярплівасці. Але перадусім самае найважнейшае, яны патрабавалі даверу да Пана Бога. Бо калі казалі «можам», то забыліся пра Пана Бога. Яны хацелі і гавораць, што самі справяцца з гэтым вялікім заданнем. Яны падобныя як да такога сантехніка, які стаў каля Ніагарскага вадапада і думае стаіць. Ну, неплохо вода цячэ, але думаеш, што дам рады яе затрымаць. Чи дасть рады? Ну, не. У Евангелии толькі ёсць адно слова, калі Езус гаворыць: калі будзеце мець веру, як гарчычнае зерне, то скажаце той гары перанясіся, і яна перанесецца. Но больш у гісторыі такіх сітуацый не бачу. І поэтому як вельмі патрэбны гэты давер да Пана Бога. Ён хоча нам сёння сказаць, каб мы забыліся пра гэтую пыху, эгоізм, зайздрасць, гэтыя нашыя сваркі аб тым, хто найлепшы, гэтую ганітву да таго, каб паказаць, які гэта я, незважаючы часамі на тую шкоду, якую мы можам прынесці адзін аднаму, незважаючы, што можа часамі, як вельмі часта гаворыцца, ідзецца па трупах да сваёй славы. Езус хоча паказаць нам сёння, што не аплачваецца. Гэта наша жыццё вельмі кароткае, каб траціць на гэтыя рэчы, якія да нічога не вядуць, толькі да згубы ўласнай душы. І калі, можа, у маім жыцці сапраўды кіруе пыха, гардыня, то хіба патрэбны ёсць час, і, можа, ужо настала хвіліна, каб менавіта навярнуцца, каб убачыць Пана Бога і патрэбу іншага чалавека. Калісьці прачытаў такую гісторыю пра аднаго чалавека, які меў на імя Я. Ён быў толькі для сябе. Не меў часу для нікога, хто бы яго не папрасіў, не маў часу, меў шмат грошай, усімі пагарджаў, рабіў шмат крыўды каму. Але ў пэўным моменце спазнаў, што ён адзінокі, што ён жыве ў самоце і ўбачыў, што не мае сяброў. І хочучы яксьці гэта здабыць, в конце канцоў рабіў розныя спосабы, але людзі папросту адносіліся да яго з недаверам. Не хацелі даверыць таму, хто чыніў раней яму крыўду. І в пэўным моменце прыйшоў да мудраца і кажа, што мне ўчыніць, каб стаць і знайсці якогасьці сябра. А мудрац кажа: ведаеш, вазьмі вораг, поўныя пер'яў, і па адным пёрушкі уночы палажы каля дзвярэй тых дамоў, каму ты зрабіў крыўду. Гэты чалавек здзівіўся: ну, але каб быць шчаслівым, то зраблю гэта.
Ну и разложил заодно ночь, пришел за доволен и кажу, все зробил, ты сказал. А мудрец каже, а этой ночью пойти и сбери эти все перышки. И это еще больше здивился, ну, треба виконати. Тільки що прийшов після ночі і каже, ні одного перышка не споткав, бо був вітер і это все розвінув. І мудрец каже, так, і это просто з твоїми кривдами. Ти зробив сапраўдным великую кривду им, и это есть 10 корень. И не хватит столько такого простого, что усміхнешься, але потрібно часу, потрібно сапраўды, как ты здобыл доверие до этих людей. И каже, видишь, у меня за хатой есть великая куча каменов. И твое задание такое, как наступной ночи, зробил с этих каменов пригожее сердце и поклав коло дверей тих, кому ты зробил кривду. Ну, гэты мужчина еще до мудреца не вернулся. И поэтому сапраўды, усе мы маем разом крочить до святости. Усе разом маем быть один на одного милосердными, один одному помогать, как мы все разом были избавлены. Веру единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго важного и неважного, неводиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради Бога все спас, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день был воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в Паве, судить живых и померных, и его володарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Ісуса Христа, який своєю покорою і приниженням выслужил нам годность детей Божьих, с довером представим нашему Отцу в небе просьбы Костела и всего свету. Молимся за святый Костел, как обвещаючи Божие Слово и уделяючи сакраменты, свідчив об збавчій миссии Христа. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за святого Яйца, как у сердцах людей я умацовывал веру и обмужал тугу по вечным коштовностям. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за служацев, как их сямейное життя и праца сприяли усталяванню Божьего володарства на земле. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за медицинских работников, как они безотказностью ставились до своей працы и мкнулись наследовать Божию милосердность. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, потребных ласках, ласки здоровья для Алены у день народжения. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за Дмитрия, просячи для его Божьего благословения и ласки здоровья. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как удел таємниці Святой Миши, давал нам силы для переодоления ежедневных проблем и клопотов. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учини, как мы, дякуючи Твоей милосердности,
могли заўсёды цешыцца Твоей ласкай праз Христа Пана нашага. Аминь. Номер 306. Моц моя песнявать, я буду. Вот Ты моя надежда, доверяю Тебе и не боюсь. Моц моя исповедь, я буду. Вот Ты моя надежда, доверяю Тебе и не боюсь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу вяру, принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, милосердный Боже, да поможи нам служить при Твоем алтаре со щирым сердцем, как нас очистила от грехов Твоя ласка, и осветила к вере, якую Тебе складаем, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Бог нам это справедливо. Соправдливо нам это и справедливо, слушно и избавенно, как мы заўсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он своим нараджением с Девы Марии одарил человечество новым житьем, свою мукою знищив наши грехи. По устанням з мертвых дал нам делу житті вечным, а узыходивши до Тебе, Отче, отчинил нам брамы неба, тому за анgelами святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, восстана на вершинах, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана, восстана на вершинах. Соправды Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складал имени Твоему чистую ахвяру, тому в едности с усім Костелом, у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно
Молим Тебе, Пане. Освяти моца и Духа Твоего, гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійсняти таку таємницю. Бо Ён у ту ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословил, ламаў і раздаваў сваім вучням кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Табе складаючи православ'ю і подав своїм учням кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и страдание Твоего преступления. Пане, вспоминаючи спавшую муку Твоего Сына, а так само Его цудовне воскресіння і у Него вшестя, і чекаючи Його другого Христя, з подякою складаємо Тебе гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела і прийми Його як ахвяру, якою Ти пожадав бути умилостивленим. Дозволь, каб мы, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Він сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоімі. Найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее братником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым умацаваць у веры и любові костел Твой, які пілігримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Казимиром, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх по власти Твоей дышов с гэтага свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якога дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечная. Молимся на Отца Небесного, як нас навчив Ісус Христос. Больше нас, который есть в небе, святися имя Твое, приди
Пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что земного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусюди вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекая исполнения счастливой надеи и присти Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленное покликанное на вечером Его. Пане, я не варта, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Споживание мое тело и добро мое. Будет во мне, и я в мире, и живу вечно. Тот споживание мое тело и добро мое.
Будет во мне я видеть, и жить будет вечно. Я это легче, я тысячу света, и кто хлебать поживает, жить будет вечно. Кто споживает мое тело, и кто кровь мою пьет, будет во мне я выйдет, и жить будет вечно. Номер 253. Хвала Его. Днем и ночью Божия славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебя им хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебя им хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди. Со мною, Боже, Ты завжди. Молимся. Ласковый ученик, копленным был наш удел в Евхаристии, нехай не допоможе нам у житті земним і подрихтує нас до життя вічного, через Христа Пана нашого. Аминь. Объявы душпастерские. 18 кастрычника у понедельник свято святого Луки Евангелиста, опекуна лекаря. 22 кастрычника у пятницу успомин святого Яна Павла II Папы. 23 кастрычника у субботу успомин святого Яна Капистрана Святора. Ружанцовое набоженство в нашей парафии отправляется каждый день перед святой мшой вечерней у 18:20. За Божьего и дочинного удела в этом набоженстве, а так само у молитве на ужанце у наших домах. Зближается месяц листопад, коли особливым чином будем молиться за всех померлых. Мы поминки уже можно приносить и складать у святого закрытии. Карточки лежать на придатке каплицы, коли ласка, пишите выразно. Усе оперы будут предназначены на обсталявание котельни. 23 кастрычника в субботу о 11 године у Минской катедры отбудется официальное выступление на посаду новопризначенного митрополита Минско-Могилевского арцебископа Юзефа Станевского. С 14 по 22 кастрычника проходит новенна до святого Юзефа по интенции нашего нового пастора. Адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте по интенции нашей родины будет отбываться наступным чином, а вторник, субботу и неделю с 14 до 19 годин, іншие дни с 14 годины
до 20:30. Дякуємо за керування на будову святині, за супольну індивідуальну молитву, за спів і праву літургічну, за прибирання каплиці, баков'я, а так само тим, хто дежурив на гэтым тижні. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, за Алену, хто святкує іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за лікарів і супрацовників служби охорони здоров'я. Помолимося за добродіїв і глядавців нашої парафії, а так само обнових добродіїв будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по-особливо опеці Маті Божої Руженцової. Твоей Богородице отдаюся. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Новенна для святого Юзефа. У святий Юзефе, опекун Пана нашего Иисуса Христа и наичистейший обранник беззаганной Панны Марии. Вось мы, Твои последовники, отдаемся Твоей опеце и выбираем Тебе особливым опекуном, дорадчиком и заступником перед Богом. Выпроси усім нам ласку доброго життя і щасливої смерти, а так само Божие благословення у пасторскім служенні нашому митрополиту арцепископу Юзефу, об чим сьогодні ми особливо просим Тебе у этой новині. Святий Юзефе, под Твоєю опекою рос хліб життя, дадений нам з неба. Ти виховував його зерняті, каб він собою накормив людей. Випроси нам ласку отчування евхаристичного голоду, каб святая комунія стала для нас криницею спокою і задатком хвалебного воскрешення. Святий Юзефе, обранник Найсвятейшей Панны Марии и опекун Сына Божьего, молися за нас. Приймите Божие благословение. Пан з вами. Із духа Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амінь. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михаїл, Вяжи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Свого Духа. Покорно просим, нехай я вознішить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас Богу душнують по світі. Амінь. Святий Боже, Святий Господи, святий єсть народний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий єсть народний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий єсть народний, змилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы, храни нас, Боже, от раптов